Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз», который в эти дни принимает квартал труда и столица нашей республики. Сегодня у меня в гостях Рифат Фазлыев, главный редактор и учредитель онлайн-издания «Синемаплекс». Рифат, добрый день, рад видеть вас на форуме и в Якутске. Насколько знаю, впервые у нас здесь. Все верно. Какие впечатления, какие ожидания, совпали ли? От форума или от Якутска? Ну и от форума, и от Якутска, давайте в целом. Ну, Якутск достаточно прохладный для жителя Петербурга, коим я являюсь. Форум оказался очень насыщенным. Я не ожидал, что параллельно столько секций будет, в том числе, помимо касающейся киноиндустрии, есть и практически все. То есть я в основном посещал именно мероприятия, посвященные непосредственно киноиндустрии, кинопоказу, представлению проектов, ну то есть фильмов. Здесь же охват практически всего, и это очень интересный опыт. Давайте тогда для начала еще познакомим вас с нашими зрителями, точнее вас, я имею в виду издание «Синемаплекс». Что за издание, чем занимается, в чем основная суть и миссия? Ну, собственно, издание занимается тем, что освещает для представителей киноиндустрии, а точнее кинопоказа, это кинотеатры, освещает то, что происходит в отрасли. То есть что, какие меры законодательные, инициативы или еще что-то принимают там Министерство культуры, Фонд кино, Министерство просвещения и так далее, госорганы, на региональном уровне. Пишем про кассовые сборы кинотеатров, в том числе якутских, достижения якутских кинотеатров. Из последних это яркий пример фильм «Триумф», фильм «Карина». Мы про это обязательно освещали, рассказывали коллегам из других регионов о том, как работать с фильмами, о том, насколько они могут быть успешными. И вот именно этому посвящено издание. То есть освещение событий, которые происходят в киноиндустрии для представителей кинопоказа, кинотеатров. То есть с якутским кино знакомы, ну, как говорится, не отходя от кассы, да? Ну, не сказать, что видели все фильмы. К сожалению, время не позволяет посмотреть абсолютно все, что выходит у нас на экранах, потому что за год более 500 фильмов выходит. При всем желании некоторые люди за жизнь столько не смотрят. А у нас получается регулярное, и региональное кино, и якутское, да, интересный опыт. И не понаслышку с ним знаком именно за счет фестивальной деятельности, то есть активно же представляет фильмы на фестивале. И коллеги из других изданий, кинокритики положительно отзываются о фильмах. И, собственно, так и формируется образ, то, что якутское кино, оно достаточно известное в киноиндустрии именно. Но мы не говорим же про всех людей, именно про киноиндустрию. Оно достаточно известно, популярно и вызывает интерес у сообщества. Многие же говорят еще о том, что есть какой-то феномен якутского кино. Вот я со стороны наблюдателя тогда хочу спросить, есть же и тувинское кино, и бурятское кино, и калмыцкое кино. Почему в разрезе якутской киноиндустрии говорят именно про феномен? Маркетинг. Это маркетинг. Да, очень яркий, просто, не знаю, не скажу, что это шлейф, скорее всего, образ, очень яркий образ, очень хорошо представлены такие этнические мотивы в фильмах, и, как я понимаю, благодаря именно поддержке, благодаря развитию регионального кинематографа получилось создать вот этот, собственно, известный образ, участию в фестивалях, в первую очередь кинофестивалях. То есть мы же не можем сказать, что бурятские и другие фильмы ярко представлены на фестивалях, а якутские фильмы вплоть до «Оскара» имели, так сказать, опыт в своем. Якутские режиссеры, вплоть до «Оскара». Именно. Да. И режиссеры якутские также снимают и в Москве, и имеют опыт работы, соответственно, с коллегами из других регионов. Поэтому просто такой самый яркий образ. Мы же не говорим, там же есть и в Калининграде своя система поддержки, и в Екатеринбурге есть своя система. Но вот, собственно, самый яркий образ формировался у якутского. А есть какие-то ключевые точки, ключевые моменты, по которым ты понимаешь, что вот это вот якутское кино? Допустим, понятно же, как снимает Михалков, да, условно говоря, на языке киношников. Понятно, как снимает Тарантино, Скорсезе, там, Майкл Бэй. Вот какие-то... Этнические мотивы. Этнические мотивы, да, здесь играют роль. В первую очередь людей именно интересует верования, мифы
Это все самое загадочное, самое непонятное, что остается для нас. И учитывая, что именно здесь есть опыт общения там, с предками, есть до сих пор существует вот эта преемственность поколений, и все знают свою историю, и вот именно это и становится такой визитной карточкой кино. Вы сами сказали, ваше издание пишет о том, что сейчас происходит в киноиндустрии. Я не хочу брать всю российскую киноиндустрию, я хочу поговорить о том, что сейчас происходит в региональном кино. Какие там процессы? В региональном кино процесс именно на создание регионального кино. Как бы это ни звучало странно, но это на формирование кинокластеров. Собственно, мы, по сути, в креативном кластере находимся, где присутствует собственное кино. На формирование кинокомиссий, которые будут помогать снимать в регионе, и на формирование системы ребейтов, возмещения оплаты за съемки в регионах. И это зачастую изначально это была инициатива регионов, в случае как с Якутией, но сейчас это уже поставлена задача на высших уровнях, вплоть до правительства Российской Федерации и президентом лично, чтобы развивали на местах именно взаимодействие с кинематографистами. То есть региональное кино в теории спокойно может уже совсем скоро наступать на пятки и Мосфильму, и Ленфильму, и прочим крупным российским. У нас нет цели создать какую-то конкуренцию, у нас есть цель создать единую синергию, то есть чтобы все вместе производили. Чтобы, допустим, фильм, который снимался на Мосфильме, мог часть съемок взять, допустим, в Якутии, часть съемок, не знаю, Владикавказа, и это будет все одна единая история, допустим, о путешествии главного героя. И чтобы это было максимально комфортно для съемок и максимально реализованы возможности для кинематографистов, потому что сейчас у них максимально комфортные условия только в Москве, это понятно. И нужно как-то подтянуть регионы, чтобы была возможность именно спокойно, свободно взять, снять часть кадров здесь, часть съемочных дней провести здесь, и все это объединить, и без проблем получить готовый интересный продукт. Ну вот для этих целей, я думаю, и строится отчасти и кинопавильон в Якутии, появится он в ближайшие несколько лет. Если не ошибаюсь, то это будет первый подобный кинопавильон на Дальнем Востоке. Как вообще оцениваете такую инициативу? Положительно, что тут можно сказать. Ну, то есть окупится? Насчет окупаемости, здесь есть интерес со стороны кинематографистов, о чем мы, собственно, обсуждали в рамках форума вчера. Есть, соответственно, кадры, которые готовы снимать. И, собственно, если будут достаточно комфортные условия для работы, то да, будет востребовано. Это ответ на запрос, я так понимаю? Да. Собственно, коллеги об этом и озвучивали, что это ответ на запрос местных кинопроизводителей. Еще одну важную сторону предлагаю обсудить, что происходит в кинотеатрах вот именно с точки зрения технического обеспечения, с точки зрения проката, как мы переживаем. Кинотеатрах региональных или, в принципе, российских? А давайте в целом российские, я думаю, что объединяет общая проблема. Это очень долгая отдельная беседа, да, касательно кинотеатров России. Если вкратце взять. Что происходит? Работает российское кино. О том, что ушел в Голливуд, мы все прекрасно знаем. Частично он вернулся, но это отдельная тема касательно возвращения. Собственно, зарабатывает именно отечественный контент, у него везде дорога, и если фильм интересный, если фильм привлекает аудиторию, то, собственно, зрители идут в кино и готовы смотреть российское кино. И при текущих темпах развития, при текущих темпах финансирования вполне возможно, что российский зритель именно будет смотреть в основном российское кино. А насчет кино в регионах, там тоже какие-то свои отдельные законы жизни, да, я понимаю? Если речь идет о региональном кино, то тут, соответственно, мы вот только что обсуждали про якутский феномен. А что касается в целом проката, то все картины любых регионов, любых производителей могут в любой момент попасть в кинотеатры, потому что налажена система их передачи. Благодаря цифровизации, собственно, контент получить не составляет проблем. Единственная проблема сейчас — это
наладить взаимосвязь и привлечь как можно больше зрителей в кинотеатр. Рифат, вот касательно привлечения зрителей в кинотеатры, возможно, слышали тоже про якутскую разработку, «Экстрасинема» называется, производит Конечно, знаю, проекторы. Как относитесь к такой инициативе? Вообще, насколько, по вашему мнению, это позволяет продвигать вообще любое кино? Ну, в целом, какие-то местные... Не будем углубляться в технические особенности произведенного продукта, если Ну, это так можно мобильный сказать. проектор, я напомню, условно, для кинотеатра, для Проекторы кинозалов. существуют. Они единственное, что мы вот обсуждали с Петром Черяевым касательно сертификации Кстати, продукта, да, Киносети. руководитель Экстрасинема. Касательно сертификации этих проектов, касательно там технических моментов, согласия, несогласия внутри индустрии работать с этими проектами, подключать к кинотеатрам. Но единственное, к чему мы пришли, он, собственно, это озвучил, их цель именно создать бюджетный проектор для региональных маленьких площадок по типу домов культуры, которые не могут себе позволить. Сейчас действовала система кинофикации кинотеатров Российской Федерации и домов культуры, ну, в целом, кинофикация. То есть как можно больше, чтобы было мест для просмотра фильмов на большом экране, а не дома. И этот проектор очень достаточно бюджетный, потому что само оборудование, которое у нас европейское, сейчас оно недоступно. Есть китайские аналоги. Ну, если честно, то буквально все оборудование производится в Китае, и уж какая разница, где чьи комплектующие стоят. То есть либо это проекторы Экстрасинема, либо это проекторы другой фирмы, там, Барка и тому подобное. А тут, опять же, проблема сертификации, но обойдем эту тему стороной. Для муниципальных кинозалов, чем бюджетный проектор, тем выше качество этого проектора, ну, то есть это не вот видеопроекционное оборудование, типа видеопроектор для просмотра дома должен быть, а именно для кинотеатрального показа. Тем лучше, собственно, что такое оборудование становится доступным. Ребят, ну что ж, напомню, что «Экстрасинема» в свое время представляли и на полях форума «Цифровой алмаз». Уверен, что и на третьем форуме найдете какие-то пути решения, пути различных новых технологий, и с удовольствием применим их уже на последующих и форумах, и в новых наших кинотеатрах и кинопавильонах. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши Спасибо вам вопросы. большое. Это было актуальное интервью. До встречи.